Вся Турция об этом говорит. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой скандал произошел с таджикистанцем. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Стамбуле арестован гражданин Таджикистана Шамиль Хукуматов, один из лидеров хорасанской ячейки группировки «Исламское государство» ИГИЛ-Хорасан. Турецкие СМИ 22 июня сообщили, что Хукуматов, известный также как Абу Мискин, занимался вербовкой для ИГИЛ-Хорасан новых боевиков. Шамиль Хукуматов был задержан в четверг в ходе полицейского рейда в Стамбуле. Источники в органах безопасности Турции сообщили агентству Анадолу на условиях анонимности, что таджикистанец занимался вербовкой новых членов и сбором денег для ИГИЛ-Хорасан. Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что власти Таджикистана выдали ордер на арест Абу Мискина. На родине предполагаемый террорист обвиняется в подрывной деятельности. Хорасанская ячейка группировки «Исламское государство» ИГИЛ-Хорасан была создана в июне 2014 года. На карте, составленной несколько лет назад руководством ИГИЛ Афганистан, Пакистан, Таджикистан и восточные области Ирана были объединены в территорию под общим названием Хорасани-Бузгур – Великий Хорасан. Боевики ИГИЛ-Хорасан заявляют, что их цель – создание на этой территории нового исламского государства. В составе ИГИЛ-Хорасан воюют и выходцы из Центральной Азии, в том числе таджикистанцы. Год назад группа экспертов ООН в докладе о масштабах угрозы ИГИЛ для Совета Безопасности писала, что одним из руководителей ИГИЛ-Хорасан является уроженец Таджикистана Сайф Али Шафиев, известный как Абу Бакри Муавия. Эксперты ООН писали, что Шафиев также занимается вербовкой новых боевиков для ИГИЛ-Хорасан и сбором средств в интернете и используется исключительно таджикским языком. По данным СМИ, лидер ИГИЛ-Хорасан Санаула Гафари по кличке Шахаб-уль-Мухаджир недавно был убит в афганской провинции Кунар. Сообщается, что Санаула Гафари с апреля 2020 года не только возглавлял ИГИЛ-Хорасан, но и лично руководил всеми операциями, в том числе терактом в аэропорту Кабула в августе 2021 года, в результате которого погибли более 180 человек. Однако талибы еще не подтвердили смерть Гафари. Турецкие СМИ сообщают, что в ходе полицейского рейда в Стамбуле была задержана и жена Хукуматова. По данным источников, в ходе обыска в доме Хукуматова были конфискованы документы и материалы, связанные с ИГИЛ-Хорасан. Турецкие СМИ сообщили, что Хукуматов решением суда взят под стражу. Его супруга была отпущена, но она остается под судебным надзором. Реакции властей Таджикистана на информацию об аресте Абу Мискина пока не последовало. Будет ли в Душанбе добиваться экстрадиции Шамиля Хукуматова на родину, пока неизвестно. Напомним, в сентябре прошлого года Турция выдала Таджикистану задержанного спецслужбами Парвиза Саид-Рахмонова, известного как Абу Давуд. В конце 2022 года суд Душанбе приговорил Парвиза Саид-Рахмонова к 21 году лишению свободы по обвинению в совершении нескольких тяжких преступлений, в частности, в вербовке и участии в боевых действиях на территории иностранного государства, террористической организации. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, что подвергает наших соотечественников идти в такие организации и еще и возглавлять их? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!